Миру и милость Аллаха, уважаемые братья и сестры. После того, как я выложил видео, где рассказываю, как писалась кавказская повесть, что Павленко, по его словам, брал информацию у дагестанских стариков, я увидел вот такой вот сторис. Внимание на экран. Из всех созданных Всевышним самое удивительное существо — человек, не зря говорят. Вот объясните мне, как сюда завезли стройматериалы? Как они построили эти дома? На ровном месте строить тяжело в наше время. Как так? Итак, наш пользователь интернета задает вопрос. Объясните мне, как? Объясняю. Первое то, что он признает, что да, действительно, можно в современное время построить там дома на возвышенности и жить. То есть, понимаете? Это только начало. Какие ваши доказательства? Они кричат: приезжайте, посмотрите, вы сумасшедшие, вы не видели Гуниб, что ли? И так далее. Субханаллах. Ведь Аллах дарует победу. Аллах всемогущий. Да и не только из этой точки, да из любой точки, если Аллах захочет вырваться армия мусульман. Что вы несете? Неужели вы позабыли об этом? Сколько было моментов, когда из горячей точки, где невозможно вот таким, как вы, казалось, выйти, выходили братья. Конечно, чтобы меня не обвинили сразу, ты не привел доказательства как исторические документы, я их буду зачитывать. Эти документы признают именно дагестанские историки, что действительно из Чоха села доставлялись продовольствие, Гуниб, то есть неприступная крепость, которую невозможно было пройти, дойти, зайти, выйти. Итак, эти слова приводит в своей работе также Патимат Тахнаева. Покорение Дагестана, 1859 год. Из дневника кавказца. Военный сборник. Том 34. Санкт-Петербург. 1863 год. Страница 69 по 70. По крутым скатам этого фаса извивались тропинки, по которым, несмотря на всю бдительность блокады, каждую ночь, как оказалось впоследствии, доставлялись на Гуниб и снаряды из только что покорившегося аула Чох. А вот на эту тему комментариев я никому не даю. Читаю свидетельство. На протяжении всех дней блокады, от подхода российских войск Гуниб-Дагу до начала штурма, то есть 9 до 25 августа, на гору, где располагался последний оплот Шамиля, каждую ночь поднимались люди с боеприпасами и продовольствием, предназначенными для мюридов, и, соответственно, спускались обратно вниз, чтобы на следующую ночь снова продолжить снабжение мюридов. Итак, штангер действий 2-го батальона Черванского полка под Гунибом. Военный сборник. Санкт-Петербург, 1864 год, страница 153. В это время проехал генерал Кесселер и сообщил мне, что с другой стороны аула стоят обширонцы, к которым он идет. При этом, внимание, вопрос задающий, он приказал мне занять все тропинки, чтобы не упустить Шамиля, если он вздумает бежать. То есть, они понимали, что можно, оказывается, сбежать с Гуниба. Я видел достаточно. Ну, мы только начали. Еще одно свидетельство. Фон Гольдман под Гунибом. Воспоминания очевидца. Военный сборник. Том 35. Санкт-Петербург. 1864 год. Страница 132. Читаю некоторую только часть. В короткое время доставил бы имаму по 2000 новых защитников в лице мюридов, тайком пробравшихся к нему. Представляете, а вот Байсангур-то не мог. Послушайте, это же бред. Поэтому, когда кто-то будет убеждать нас в том, что сквозь русскую блокаду вокруг Гуниба не проскочила бы и мышь, не будем слушать этих фантазеров. Очевидцы и участники штурма свидетельствуют об обратном. На Гуниб неделями поднимались и спускались с него целые снабженцы, а решись Шамиль отбить первый штурм, к нему тайно могли проникнуть на помощь тысячам мюридов. Наконец, последнее свидетельство. Информация о том, что какие-то защитники Гуниба сумели пробиться сквозь русские войска, атакующие гору, и скрыться. Ну, что скажете? Один из участников штурма Гуниба, описывая финал ожесточенного боя на восточной стороне Гуниб-Дага, отмечает, что на горе продолжается перестрелка. Я читаю, кстати, его слова. На горе продолжается перестрелка. Около аула, в пещерах и оврагах. Некоторые мюриды скрылись в скалах, и их повсюду ищут. Частное письмо о взятии Шамиля, русский архив. Наверное, это наш конец. Также хочу от себя добавить, что и дагестанские историки-современники приводят в своих историях, записях и в описании биографии Шамиля приводят, что Байсангур был на Гунибе, что также есть лакское предание, что также есть показания стариков дагестанских, которые участвовали в юности в сражениях движения Шамиля, Кавказской войне. Я говорю, если есть вот такие факты, почему вы их отрицаете? Почему они не могут служить
Тем, что, как есть другая версия, что он там не был. Но есть и эта версия, где говорится, что он там был. Это говорят не только чеченцы. Мир вам и милость Аллаха. Кстати, задающий этот вопрос. Объясните мне, как? Я надеюсь, я ответил тебе.